Ә, Салам, кадерле ватандашлар, салам, мәрхәбән идләр. Бүген безнең гәпләшүебездә Украинаның яшәүчесе Виталий Лысак катнаша. Теперь будем продолжать на русском языке. Дорогие зрители, соотечественники, здравствуйте еще раз. Мы сегодня проводим вот эту передачу, проведем вот эту передачу с жителем Украины Виталием Лысак. Приветствуем вас, Виталий. Тоже вас приветствую. Да. Здравствуй, Виталий. Здравствуйте, Сапар Баширович, здравствуйте. Да, Виталий, давно вас не видно было. Я понимаю, все понимаем, что происходит с тех пор, как вы в том году выступали, и с 24 февраля. Мы все знаем, что происходит в Украине, и за всем мы следим, не пропускаем ни одного эфира во всех каналах. Вот то, что передают в YouTube-каналах, мы все смотрим. Теперь сегодня мы хотели бы с вами поговорить, вот, что происходит в данное время в Украине. Особенно бои сейчас, тяжелейшие бои проходят в более южной части Украины, в Херсонской области, вокруг, с левой стороны Днепра, в Запорожье. Вот. Что вы можете об этом сказать? И что происходит с местными жителями? Их, сколько мы знаем, говорили, что эвакуировали на правую сторону Днепра. Что вы можете об этом сказать? Куда их везут? Я понял, это вы Херсон имеете в виду. Херсон — это от нас здесь недалеко, 300 километров на юге. У нас 50 километров от нас тоже стоят. У нас это Запорожье, войска Российской Федерации. Я в Запорожье сам живу, да. У нас 50 километров от нас в Васильевке стоят российские войска. То же самое, постоянные обстрелы у нас идут нашего города, так же, как и Херсона. Ну, у нас просто, вернее, не Херсона, а так же, как территория, которая прифронтовая. Мы прифронтовая территория считаемся. У нас, в принципе, как вам сказать, очень много беженцев было из области, потому что у нас где-то процентов 60 области было захвачено в первые дни, и люди потом начали активно выезжать. Люди не захотели оставаться на оккупированной территории, потому что там начались и репрессии, и прочие дела. Ну и люди хотят быть все-таки на своей родине. У нас в Запорожье очень много беженцев. Часто бывает, мы используем наш город как транзитный пункт, что к нам приезжают люди из Мелитополя, из Бердянска, из Орехова, из Гуляйполя. Вот эти все названия, которые вам они известны, я думаю, по истории, по другим историям. Вот отсюда люди, там везде идут боевые действия, везде бомбежки, артиллерийские обстрелы, люди заезжают. В Запорожье у нас останавливаются, очень много друзей моих выехало. Ну, а потом часть уезжает на Западную Украину, это те, которые обычно мамы с детьми, стариков вывозят на Западную Украину. Потом некоторые уезжают в Польшу, в Германию. Поток беженцев идет у нас постоянно. У нас вице-премьер-министр призвала о том, чтобы у нас постарались из области все выехать. Летом она призывала с той оккупированной территории. Поэтому поток был большой. Наша задача здесь в Запорожье, мы их принимаем. Вернее, это городские, областная организация. Ну, город все это организовывает, мы людей принимаем, обеспечиваем всем необходимым. И дальше уже смотрят, или поселяются здесь, или переезжают дальше. В Херсоне я не хотел бы комментировать боевые действия, потому что для этого есть специально военные эксперты, которые уполномочены на это. И вообще, когда идет война, есть некоторые особенности. Мы не имеем права говорить все подряд, скажем прямо так. Я могу называть имена, не могу называть должности, не могу называть фамилии. Не могу говорить, куда попала, когда ракета. Это, ну, кроме того, что уже озвучено официально. Это война, тут свои законы, свои требования. Я прошу это учесть при нашем разговоре.
Я готов ответить на любые вопросы. Просто по беженцам я вам скажу, у меня по эвакуированным очень много друзей моих выехало. Те, которые жили в Бердянске и не думали никуда уезжать. Те, которые жили в Мелитополе, никогда не собирались никуда уезжать. Они уже сложившаяся жизнь, построили дома себе, квартиры. Ну, война сдвинула, люди поехали. Что сделать? Я готов, если какие вопросы, готов ответить более конкретно. Да, сейчас, сколько я знаю, вот с Херсонской области большинство населения вывезли на паромах. Да. Сколько я знаю, там сухопутного нету, наверное, дороги, черной дороги. Скорее всего, они вот паромом вывезли. Да, вы знаете, по Херсону там особая ситуация. Там россияне сейчас пытаются вывести население. Судя по всему, как говорят наши обозреватели, говорят наши военные, которые официально имеют право трактовать, говорят, что там готовятся провокации. То есть провоцироваться будут уличные бои, притом будут провоцироваться, переодетые будут в гражданские люди, якобы защищать Херсон от украинских войск. Хотя у нас, я говорю, мы знаем, что такое Херсон. Вы, я думаю, видели в Ютубе, что творилось первые месяцы, пока они не начали хватать людей. Выходили тысячи людей с украинскими флагами, с требованием, что Херсон не сотни, не десятки людей, а тысячи людей выходили. Многие тысячи. Ну, сегодня уже, видите, там, Да, когда начинаются репрессии, поэтому люди и выезжают. Многие, я недавно вот встретил знакомого из Энергодара, он говорит, мы остались, вначале думали хоть как-то, ну, что быстро все решится, быстро не решилось и взяли, уехали. Говорит, все, я там сидеть не могу, нам это не надо, это наша, Украина, это наша країна, мы хочемо жить у себе, а не десь. Я извиняюсь, что перешел на украинский, но это просто фраза, то, что человек мне сказал на его языке. То есть мы хотим жить на Украине, мы не хотим быть на чужой территории. Нам их никто сюда не, мы их сюда не приглашаем. Поэтому да, вы не такие вот дела. за эти 8 месяцев уже выучили украинский. Хорошо, хорошо. Да. Вот сколько вот я знаю, сначала детей вывезли, типа объясняли, дети должны отдыхать от стресса, и забрали их в Крым, в лагерь в летнее время, и периодически забирали. Каждые 2-3 дня давали отдыхать дома, и потом опять вывозили. И сейчас окончательно вывезли, они сейчас находятся в Евпатории, потому что мои близкие тоже там находятся. Родителей вывезли тоже паромом, сказали, что тоже едут в Евпаторию, но они как-то почему-то оказались в Анапе. Ага, в России. Да, они узнали это, когда уже вышли. Они оказались в Анапе, и с удивлением мне пишут. Мы думали, что мы в Евпаторию едем, а получилось, что оказались они в Анапе. Вот эта информация есть. Это страшные вещи на самом деле, и это есть. Я об этом уже не раз слышал. Это страшные вещи. Вы знаете, мы еще очень многое, когда эта война закончится, мы еще очень много узнаем такого, о чем даже не подозревали. И хорошего, я вам честно скажу, будет мало. Вы знаете, что было, когда наши освободили Бучу, когда наши освободили Ирпень. Вроде рассказывали, что ничего там чрезвычайного нет. Люди посмотрели, увидели, весь мир увидел. Это страшные вещи, на самом деле страшные. Вы знаете, здесь под Запорожьем у нас есть города, вот эти, я говорю, Орехов. Я не понимаю, их разбивают полностью. Притом, ладно, скажу некоторые вещи по Запорожью. Вот у нас все время любят говорить, ну, бьют типа по этим самым, по энергетическим точкам, почем. Я не знаю, какие энергетические точки, какие пункты принятия решений на проспекте Соборном, когда разбомбили 3 жилых дома, ракетами поразили, людей поубивали. Мы на этих домах, я сейчас на больничном нахожусь, потому что где-то, когда этими делами занимались, где-то ногу повредил, операцию сделали на той неделе, костыли стоят, пока на костылях еще.
Я вам скажу, в чем виноваты наши люди? В чем виноваты люди, которые в 2 кварталах оттуда живут, не в 2, где-то квартала 3, и им попало в частные дома. 12 частных домов разрушило. Попала ракета. Я, когда это слушаю, я понимаю, что это делается. Вы знаете, это психологическая война, попытка запугать людей. Расчет идет, что люди будут испуганы. Раз. Второе, что люди побегут. Все-таки побегут не эвакуироваться, нормально будут, как положено, а люди побегут, соответственно, я вам честно скажу, у нас весь народ сегодня поднялся. Реально, это то, что показывают там в ютубах, это правда. Это никуда от этого не денешься. У нас все заодно. У нас сегодня помогать стараются друг другу все. Да, без них бывает всякое, как говорится, но у нас сегодня, вы знаете, я после этого, за эти 8 месяцев, я настолько стал гордиться своим народом. Я гордился историей всегда нашего народа. Гордился тем, что те вещи, которые мы делали, когда мы, извините, в отличие от той же России, мы выбирали себе президентов. И когда нам навязывали, у нас поднимался весь народ и освобождался, если нам кого-то навязывали. А сейчас я еще больше, вы знаете, я увидел председателя ОСББ, это у нас общество совладельцев многоквартирных домов. Есть такое дело, у нас квартиры приватизированы, соответственно, люди все вместе объединяются в общество совладельцев. И вы знаете, я вижу, когда сопредседатели с людьми, которые живут, волонтерят, они готовят пищу для солдат, они закупают вещи, они везут, едут на фронт. Им говорится, не надо даже иногда, честно говоря, говорит, нельзя, лучше передайте здесь, отвезут военные или что. У нас народ как один поднялся. Говорю, кормят людей, кормят раненых, с целыми, во дворах прямо есть, готовят прямо во дворах огромные котлы, вот как казаны в Туркменистане, когда вот плов готовили, большие вот эти. Вот в таких казанах готовят для людей еду то же самое и везут туда, везут на фронт. Кормят в кафе, кафешки, рестораны для людей. Все работает на то, чтобы у нас держалась оборона. Все. У нас здесь рядом враг. Враг рядом, 50 километров. И с одной, и с двух сторон. Не до 200 километров до Донецка. Что там? Сами понимаете, там война 8 лет шла, мы к этому как-то уже и по-другому относиться стали, уже попроще. Но я вам скажу, я удивлен нашим, не то что удивлен, я получил огромное удовольствие от того, какие у нас люди. Я сегодня вижу, те, которые до войны, он был там где-то чем-то, ничего такого, а тут люди показали себя, такой величины оказались, что это очень сложно выразить словами. Вы знаете, это надо видеть ежедневно. Когда ежедневно приходят люди, когда приходит молодежь, говорит, чем мы можем помочь. Когда были у нас попадания, ракет вот этих, волонтеры приходили разбирать, помогали дома, выносить, доставали людей, раненых, извините, убитых доставали тоже, это война. Помогали животных. У нас, вы знаете, я удивился, как у нас любят животных, то же самое. У нас спасают и людей, и животных. Мы одинаково, мы относимся к живому существу как положено. Это надо видеть, конечно, это надо видеть. И вы знаете, это не поймешь, когда картинку покажешь или там проедешься как-то один раз, другой. Это когда с людьми каждый день общаешься. Это удивительно. Это действительно удивительно. Величие души. Человек сам, и вы знаете, самое интересное, стрессоустойчивость наших людей. Я пример один приведу. Есть у нас один председатель ОСББ, Володя, я не буду называть фамилию, не буду адрес называть, поймите меня. Не надо, адрес не надо. И фамилию не буду называть. Он председатель ОСББ. И у него получилось так, что упала недалеко ракета, выбила 50 окон. И сорвала крышу. 50 окон, дом имеется в виду многоквартирный. Он сам собрался, поехал, нарезал стекло, поставил, собрал шифер. У нас город выдал, мы в городе помогаем после всех этих прилетов, мы выделяем на устранение повреждений материалов. Решение горсовета принято, не горсовета, а горисполкома принято решение именно материалами, то есть стекло, стеклопакеты не ставим, стекло, USB для того, чтобы забить окна, чтобы не выбивало. И шифер, рубероид на перекрытие крыши. Человек поехал, все сделал. Вы знаете,
Он несколько ОСББ, у него на следующий дом, у него буквально через неделю попало на следующий ОСББ, на следующий его дом. И вы знаете, и он собрался. Я поражаюсь, я говорю, насколько стрессоустойчивые люди, которые надо, Виталий, я не могу, надо помочь людям, я не могу, это я перед этими людьми обещаю. Он, вы знаете, он хозяин, он вылезал этот дом, вылезал этот двор перед этим, мы с ним все время фотографировали всегда раньше, что у него прекрасно сделал он свой дом, и он это делал. Есть у нас еще один Максим, у него тоже несколько домов, то же самое, вы понимаете, этот вообще без сентиментов, без ничего, да, попало, главное, приехал, людей успокоили, все сделали, чтобы люди не волновались. Но я вам скажу, я был произошли буквально за 20 минут до моего приезда. Так получилось. И вы знаете, я поразился, люди сразу, спокойно, без всяких... Я подъехал, говорю, дорогие, пока врачей нет, проверьте соседей, проверьте, кто сейчас, все, быстренько пробежались, никого раненых нет, убитых нет, все нормально, там разрушений не было, больших окна повылетали. Но вы знаете, настолько люди сразу объединились. Вот они, я не знаю, как они жили раньше. Вы знаете, соседи не всегда живут дружно. А тут все как один, друг другу помогают, подтянули, сделали, старушек пробежали, сразу вспомнили, где старушки, где лежачие, где все. Сразу это все дело пошло. Ну, у нас-то и списки есть, мы готовились к этому, мы знаем, что это возможно все. Но меня тут самоорганизация людей. Еще до приезда официального, до всего, а уже люди сразу побежали, разбежались, сделали, переопросили друг друга поддержали. Все это надо видеть. Понятно. Виталий, вот тут надо отметить, что вот со стороны видно, как украинский народ объединился, стал как одно целое. И это стоит уважения. Это Да. надо... Вы знаете, я по воле судьбы, у меня очень много знакомых по всей Украине, ну, очень много знакомых по всему миру, а по Украине, так как я много лет занимался бизнесом до того, как пойти на работу обратно, так сказать, на государственную службу, вернее, на службу в органы местного самоуправления. У меня очень много друзей в других областях. В Западной Украине, в Киеве, в Восточных. И вы знаете, все сразу... Я кого не слышал по 5-10 лет, они все появились, они все объявились. Они все звонят. Я им всем звоню, оповещаю, когда что происходит, потому что у нас есть, это вам, понимаете, у нас есть системы, они официальные, там, в телеграм-каналах, еще, где мы видим, куда летят ракеты. Когда по нам начинают огонь, у нас оповещение идет централизованно, у нас губернатора страница есть в Телеграме, у нас есть исполняющий обязанности городского головы, по сути. Он сразу же у нас дается информация, куда летит, если что, Виталий, ну, мы ты знали. военные секреты Все, я молчу. не выдавай, Все, молчу. не выдавай, а то... Да. Да, ну это не военные секреты, это в принципе везде есть, но я об этом говорить не буду. Все правильно. Все равно береженного Бог бережет. Да. Виталий, я перебил, наверное, я извиняюсь. Мы с вами, Виталий. Да, кстати, это надо отметить. Вот сейчас давайте дадим слово Сапару Климову, и пусть он скажет, что не все туркмены, то есть адекватные люди, Виталий, поймите нас правильно, адекватные люди все поддерживают Украину. Да, сейчас вот Сапар нам расскажет про это. Ну, я вам сейчас расскажу очень важную вещь, наверное, это во время войны, такие информации очень важные. Это инсайдерские такие вещи. Сейчас в наших регионах, в Туркмении, в Афганистане, мы имеем по двум этим источникам информацию, ну, может быть, и в других среднеазиатских республиках такие мероприятия и работы производятся, но точно мы знаем, имеем уже проверенную информацию. В Афганистане, сосед наш,
наверное, ЧВК, наверное, российский, они вербуют наемников, и их перевозят через Туркменистан, границы Кушка. Кушки, наверное, все бывшие советские люди знают, Да, да, где находится Кушка, Кушки. южная точка. И другой переход Керки. Вербуются большим количеством пуштуны, меньше узбеки. Ну, по туркменским этим, хотя мы через туркменов афганских получаем эти информации, таких конкретных этих нету, но про пуштунов, узбеков информация есть. Прям даже сегодня мы разговаривали, одни даже говорили, мы вот сейчас переехали туркменскую границу, они на своих машинах приезжают туда. Это говорит о том, что это все делается под наблюдением спецслужбы Туркменистана. По-другому границу вот так никто не переходит. Это всем, по-моему, ясно. Обещают им такие интересные обещания, Заманивают. заманивают то, что вы завоюете, например, дома, квартиры, это ваше. На кого хотите, кого поймали, на ней можете жениться, там, взять себе в жены любую украинку, которую вы поймаете, и там 2-3 тысячи долларов вам этот самый, и весь проезд, переход, все обеспечивается на четком таком. Это все обещанное вознаграждение, понимаете, Виталий? Да, я понимаю, я все понимаю, я понял. Все, что награбили, все, что захватили, дачи, участки, дома, машины, имущество, это все ваше, типа и девушки тоже. Представляете? Я понял, я приму во внимание, я приму меры определенные. Ну, если эта война, если они уже этим занимаются, ну, на войне, и одни умирают, другие в плен попадают. И вот да. есть информация, что несколько узбеков попали к вам к вам в плен. Афганских узбеков, да? Да. Я не знаю, на каких они условиях и как они общаются с собой, но такая информация есть, и, наверное, со временем это все, наверное, выйдет наружу. Вот такая информация есть. Что странно? Странно то, что сами туркмены сейчас их выдворили, где-то 50-60% населения находится за пределами Туркменистана. Их просто выдавили в течение 2-3 лет последних и не пускают к себе на родину. Вот, закрыли все границы для автомобильного, пешего перехода. Туркменская авиация не летает, у них, оказывается, и самолетов нет. На весь Туркменистан 11 в рабочем состоянии самолетов, построили аэропорт на $3 миллиарда. И вот люди вот такого склада ума у нас в стране. Это тоже нонсенс вот такой. Но они каким-то образом, не знаю почему, как, очень лояльны, может от страха, может от чего. Вот если ЧВК в Туркмении спокойно может работать легально, это о чем-то говорит, наверное, Виталий. Конечно, просто так, Сапар Бакшевич. Но мы с вами знаем, что в Туркменистан птица не пролетит. Мы что вас с вами знаем. Сколько раз уже мы в этом убеждались, по знакомым, по всем. Это же невозможно.
А тут, понимаешь ли, работают спокойно и вербуют спокойно, проезжают туда-сюда. Это разрешение, значит. Это значит, имеют права, имеют договоренности, имеются. Да, Это не на уровне. кстати, в Туркменистан афганцы спокойно заезжают, выезжают и квартиры покупают. И об этом тоже надо отметить, что без разрешения, как они могут заехать, выехать? Невозможно, конечно. Невозможно. Через КГБ или каким образом, мы не знаем, но они спокойно разгуливаются, суетятся везде, в Ашхабаде, спокойно заходят в любое здание. И квартиры, кстати, могут покупать. А каким образом? Значит, что-то происходит, то, о чем не хотят озвучивать, то, что наружу не выходит. Что-то происходит. Какие-то процессы идут, те, которые... Сами жители с других регионов не могут покупать квартиры в Ашхабаде, в центре. Потому Да, я что знаю, что там даже поехать в гости нельзя, и надо из Ташауза в Ашхабад не поедешь. чужими номерами, то есть с других регионов, с другими номерами, если не Ашхабад, с номерами машин не выпускают. Вот об этом тоже надо говорить. А вот Вот афганцы, пуштуны, неважно, урду или пуштуны, они спокойно разгуливаются. Да, Серьезное дело. Это Са- очень серьезно. да, Сапар может продолжить дальше. Да, вот эту информацию я хотел просто этот самый подчеркнуть. Ну, люди могут подумать, что вот Туркменистан как бы этот самый, вот эту войну поддерживает на стороне России. Но это абсолютно не так. У нас государство разделилось на два. Есть верхушка, очень малое количество, может, не больше 1–1,5%, может быть, и этого нет. Но народ совсем в другой стороне. Мы с вами, Виталий. Спасибо. Спасибо, Сапар Башевич. И мне звонили, Сапар Башевич, звонили наши общие друзья некоторые. И собирались, я говорю, ребята, ну, вы знаете, Сапар Башевич, друзья уже как-то в возрасте в том, что уже не очень-то я считаю, что можно в армию. Говорит, я, наверное, пойду в армию к вам. Я говорю, ребята, не надо. Лучше помогите другим чем-нибудь. Но я знаю, что очень многие, многие выражают поддержку. Особенно, Сапар Башевич, тех, кто выехал из Туркменистана. А из Туркменистана люди боятся. В самом Туркменистане. Кстати, у нас, Боятся, это надо. я перебью, кстати, вот у нас один тоже из наших, его зовут Халмурат, он тоже поехал в Украину, забрал, мы помогали все Таюнов. гуманитарную помощь помогали, и он, кстати, сам поехал, он не отправил, он сам лично поехал туда. Сам поехал все-таки, да? Я Халмурада очень хорошо знаю. Очень хорошо знаю. По старой жизни еще. Очень хорошо знаю. Не, в Украине все, кто как может, помогают. Этот самый, вот, моя литовская часть, вот я же наполовину литовец, знаешь. Да, я знаю. Несколько семей вот, разместили наших там близких, родных. Постоянно помогают. И очень много литовцев в Каунусе я встречаю. Очень много. И здесь... В Латвии много, везде много, да. Наших принимают. Спасибо, Европа помогла. Европа помогает так, как может. И это спасибо большое. Ведь цивилизованный мир с вами, этот самый, знаете это, мы это подтверждаем, видим. Этот самый. Но, Виталий, свободный народ победить невозможно. Да, это правда. И я в этом убедился, уже не один раз убеждаюсь, Сапар Башевич. Я говорю, я горжусь своим народом. Мне когда начинают рассказывать о том, что, ну вы знаете, тут же вот у вас на Запорожье много людей приехали в 50-е, 40-е годы. Я говорю, ребята, их дети, которые здесь родились и здесь выросли, они уже запорожцы. Они уже запорожские казаки все.
независимо от того, откуда они, какого они происхождения были изначально. Это правда, Сапар Баширович. У нас, а вообще у нас все, действительно все как один. И вы видели, мы не любим, когда нам что-то навязывают. Очень не любим. Мы привыкли решать все за себя сами. Мы свободный народ, мы свободная страна. Действительно свободная. Ну, У нас какими... есть достаточно своих недостатков, но это у нас есть. И это у нас Ну, нет. без недостатков не бывает, но вот, с другой стороны, вот какими мотивами воюет российская сторона? Вот это очень даже... Вот, Да, Сапар уже Баширович, меня вот недавно одна вещь поразила. Я сидел как-то и думаю. Страна с самой большой территорией в мире, которая больше Китая. В Китае в 10 раз больше живет людей. Всего хватает. Они разрабатывают природные ресурсы, строятся, делают. Россия огромнейшая территория, 140 миллионов населения всего лишь. И они лезут еще куда-то в остальные дела. Для чего? Вы свою землю в порядок приведите. Свою. У вас земли там вот так вот на всех хватит. Приведите ее в порядок. Нет. Мы будем диктовать русский мир по всему миру. Нехорошо. Как-то... Очень нехорошо, очень Да. даже. Не то, что нехорошо, это даже неприятно слушать даже. Да. Я говорю, по Вот всему миру. Ну нельзя же так. Ну, я ладно. не был русофобом, абсолютно, ты вот сам знаешь, у меня очень много друзей с России было. Вот с 2014 года мы просто разминулись. Вот это очень неприятное такое ощущение, когда рядом твой товарищ, знакомый или хоть кто бы ни было, он себя ставит как-то выше. И от чего он должен быть выше? Да. Да. За 20 лет произошли огромные изменения. Вы знаете, огромные изменения. И смотришь иногда. Ну, я вам скажу так. Те, кого мы раньше знали с вами, они нормальными и остались. Они говорить просто не все могут. Те, кто нормальные были, Сапар Баширович. А вот некоторые, я честно говоря, ну это страшно. Притом, когда... А чего вы не хотите сдаться? Чего вы не хотите сесть за стол переговоров? А зачем? Странный Вы к нам вопрос. пришли. Жена, то я говорю, я за всю свою жизнь ни одного натовского солдата не видел, Сапар Баширович. Я вам честно скажу. Да, я понимаю, что кто-то заезжает, какие-то советники, инструктора. Это понятно. Приезжают смотреть инспекции. Но я их не видел. Я вижу, я знаю столько военных, но я... да. Виталий зависает. Мгм. Виталий завис. Это самый, наверное, интернет оборвался или... Виталий, мы тебя не слышим. Может быть, дадим перерыв или в следующий раз продолжим. Да, ну, наверное, уже надо заканчивать. Да, ушел Виталий.